Всем искренний и добрый салем. С вами сегодня адвокат Таир Насханов. И сегодня первый видеовыпуск в наступившем году я хочу посвятить раскрытию и расследованию массовых краж и грабежей во время алматинских беспорядков. Ставьте лайк и подписывайтесь на мой YouTube канал. В сети в последнее время появились многочисленные объявления о продаже брендовых вещей по явно заниженным ценам. Скорее всего, эти вещи были ранее похищены из магазина во время известных событий в начале января текущего года. Следует заметить, что те лица, которые их приобретают, очень рискуют. Прежде всего тем, что у них приобретенные с рук Луи Виттоны, Бершки будут изъяты как вещественные доказательства по уголовным делам. А их самих будут примерять под покупку имущества заведомо добытого преступным путем. Что касается продавцов, то у них, если они, конечно, не замешаны в краже, будут серьезные разговоры со следователями, которые будут подозревать их в сбытии имущества заведомо добытого преступным путем. Для примера приведу вам знаменитый в советское время фильм «Место встречи изменить нельзя». В нем показывают, как реализовывались краденые продукты питания через рестораны поездов. Очевидно, что помимо Горбатова и других членов банды должны были привлечь к уголовной ответственности за сбыт краденого и тех женщин, которые помогали в реализации заведомо для них похищенного имущества. Хотелось бы обратить внимание на неверно употребляемое в интернете понятие как мародерство. Дело в том, что действия по похищению имущества из магазинов, в том числе и брендовых вещей, квалифицируются как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище или транспортное средство. Данное преступление относится к категории тяжких и наказывается лишением свободы до 7 лет. А мародеры – это те, кто похищает на поле сражения вещи, находящиеся при убитых и раненых. Но самое главное, нужно помнить, что полицейские будут искать, раскрывать и ловить преступников только в случае имеющегося уголовного дела. Поэтому предпринимателям, владельцам магазинов необходимо провести ревизию, составить соответствующий акт и с заявлением обратиться в полицию по месту совершения кражи. Если составлением заявления, сбором необходимых документов к нему будут сложности, обращайтесь к нам в адвокатскую контору Насханов и партнеры. Наши специалисты помогут вам. А на сегодня у меня пока все. С вами был я, адвокат Таир Насханов. Ставьте лайк и подписывайтесь на мой YouTube канал, кто еще это не сделал.